Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Непредвиденные события до конца месяца. Что ждет, что точно будет. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, что же произойдет. Да, чтобы эти события были не непредвиденные, а ожидаемые для вас. Загадывайте на себя, пожалуйста, и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Сейчас она скрытая, Господи, вы посмотрите, кто-то к вам скачет на такой худющей лошади, но с пальмовой веточкой. Видите, вот образ человека на очень такой истощенной, даже не худючей, а истощенной лошади. У нее, кстати, передние эти ноги очень такие какие-то короткие. И с пальмовой веточкой. Ждите, мои девочки, ждите мужчину. А мужчины ждите женщину. Вот просто переворачивайте на себя. Здесь человек, я не знаю, то ли заболевший, то ли приболевший, то ли, знаете, как израсходовал себя в свое время. Но держит путь к вам, тяжелый путь, сразу говорю, либо сама дорога по себе будет очень такой непростой, может быть дорогостоящей, может быть проблемной, может быть с какими-то препятствиями, да, человека могут там не выпускать, не пускать, не пропускать, да, вот такие всякие обстоятельства могут быть. Потому что лошадь, ну это просто обнять и плакать, по-другому тут и не скажешь. Еще и, видите, эти ноги передние, ну прям совсем короткие, как, знаете, стерлись в процессе пути, они стерлись, но с пальмовой ветью, либо с очень хорошими вестями, либо помириться, знаете, с любовью, с дружбой, с нежностью, с преданностью. Ну, у каждой, конечно, по-своему, либо у каждого по-своему отыграется. Вы все разные. Кому-то любимый, кому-то друг, кому-то родственник, кому-то просто близкий человек. Да? У каждого по-своему отыграется. Но человек едет к вам, и он до конца месяца, либо она до конца месяца, и приедет, и доедет, и вот эту пальмовую ветвь вам вручит. Кстати, у кого-то отыграется, как даже какая-то передачка, посылка, не знаю, какой-то подарочек даже может быть. Ну, приятное, что-то приятное будет. Так, теперь давайте пойдем по порядку с основания рисунка. В основании рисунка у вас здесь какие-то листики опадают, падают. Такое впечатление, что ваши дела немножечко как подвяли, и здесь намечается что-то прям, ну, не совсем хорошее. Здесь как даже предупреждение вам идет. А на что-то вы не обращаете внимания, в упор не видите, где-то рукой махнули, на какого-то другого человека понадеялись и думаете, да, у меня все в порядке, да, у меня там тылы прикрыты. А на самом деле, может быть, извините, но я должна об этом сказать, да, может быть неприятный сюрприз. И все это самонадеянность. Либо, опять же, да, передали вы кому-то, да, бразды правления, что-то не справился, а вы в свое время не проверили, не проконтролировали. Если у вас стоят какие-то серьезные задачи, если у вас что-то где-то налажено, отлажено, либо кому-то делегировано, не ленитесь, проверяйте, чтобы не было неприятных результатов, да, неприятных вот этих вот сюрпризов, чтобы с вашего дерева, да, вашей работы, либо какого-то детища вашего, да, опали листья. Понимаете, это уже такой серьезный знак. Здесь высшие силы хотят вас предупредить и говорят, а ну-ка, разберись-ка, да, а ну-ка проверь. Не хочешь в минус уйти? Ну так проверяй, доверяй, проверяй, да, контролируй и не будь самонадеянным человеком. Вот надо вам обратить внимание на какие-то свои дела. Что-то в процессе сейчас происходит, да? На что вы, ну, знаете, как вы рукой махнули, говорите, там все хорошо. А вы возьмите, да проверьте. Лучше сейчас проверить и что-то исправить, чем потом по итогу получить эти опавшие листья. Но извините, информация идет, я должна вас предупредить. Так, дальше. Здесь кто-то вам в ноги падает.
что-то у вас будет выпрашивать. Просить, выпрашивать, вымаливать. Знаете, такое поведение, может быть, вы впервые увидите от этого человека. Это не попрошайничество, это нечто большее. Может быть, человек там денег много попросит, либо человек еще что-то попросит. Для вас это будет шоком. Вот от этого человека вы не ждете. Может быть, вы сами надеетесь, что этот человек вам будет помогать. Тут на тебе такая ситуация. С левой стороны здесь есть какая-то тайна, есть какой-то секрет. То есть человек вам до конца правду не скажет. Человек будет ходить вокруг да около, какие-то, может быть, там истории, небылицы, полуправду, такие, знаете, тень на плетень рассказывать. Копните глубже. Пока вы не узнаете правды, ничего не делайте. Ничего. Здесь какой-то умысел есть. Я не могу сказать злой, просто умысел. Я не могу, к сожалению, сказать. Но есть. Вот я его вижу, есть. Что у человека голова, видите, закрыта, как мешком закрыта, да? То есть он мысли свои спрятал, говорит, а я вот всю правду не расскажу, да, я всю правду не скажу, но что-то будет у вас выпрашивать. Давать, не давать, дело ваше, но я вас предупредила, здесь есть какой-то умысел. И это уже не хороший знак на самом деле. Если человеку нечего скрывать, он все говорит как есть. Да, попал в неприятную историю, да, нужна помощь, вот помоги. А когда человек начинает вот это вот, знаете, плясать вокруг да около, надо немножко напрячься и в деле, в ситуации разобраться. Так, с правой стороны, у вас тут две вышечки, одна на другую накладывается. Единственное, что они у вас не вертикали, а в горизонте лежат. То есть это работа, это усилия, которые вы прилагаете к будущим победам, причем к двум будущим победам. Значит, мои хорошие, рассчитывать вам не на кого. Вы сам у себя, либо сама у себя. Да, знайте об этом, никогда не забывайте об этом. Делайте, трудитесь и понимаете, что нужно вот прям соблюдать правила и четкость. Чтобы не было помарок, чтобы не было ошибок, чтобы не было каких-то, вот знаете, лжетолкований. Не для кого-то и даже для себя, чтобы такого не было. Вы сейчас работаете на свои две очень громкие победы, которые случатся не до конца месяца, скорее всего, в следующем месяце. Понимаете, вы на это работаете. И здесь нужно проявить максимальную бдительность, максимальную, знаете, внимательность, четкость и соблюдать все правила. Да? Понимаете? Вы молодец, молодчиночка, молодчиночка. Вот чем бы вы ни занимались, все делаете правильно. Надо еще немножечко поддавить, либо могут какие-то обстоятельства там дополнительные появиться. Но надо поддавить, надавить, знаете, как постараться самого себя, как говорится, переплюнуть, но сделать. Но сделать. Это две победы сразу, одна за другой. Не в этом месяце, но в следующем. Можно ради этого и подождать, можно ради этого и поработать, да? Там больше поработать, сверхурочно поработать. Надо, просто надо. Не останавливайтесь, вперед, мои хорошие. Так, здесь у вас прям в центре топор вышел. Топор лезвием к вам. Ну что, придется вам действительно с кем-то разобраться. Это топор войны. Топор войны, который направлен на вас. Какой-то человек может объявить вам войну в прямом либо в переносном смысле. Могут посыпаться претензии, могут посыпаться камни на вашу голову. И причем, знаете, скорее всего, опять же, как-то неожиданно идет. То есть вы не ждете, вы думаете, да, у меня все ок, я со всеми дружу, со всеми хорошие отношения. Ну вот откуда эти претензии, откуда эти нападки? Знаете, как дуракам закон не писан, к сожалению. И человек может ходить, вам улыбаться, мило, там, с вами здороваться, кланяться, а потом в один момент просто снять эту масочку, и окажется, что это какое-то чудовище. Чудовище, которое вот прям такое кровожадное чудовище. Мои хорошие, что важно понимать? Что этот топор, его нужно закопать. Здесь не надо развивать эту ситуацию. То есть на вас кто-то напал, и вы такая, ага, сейчас получишь, там, да, руки потерли,
кулак сложили и пошла. Нет, так делать нельзя. Ни в коем случае не разгоняйте эту ссору, не напрягайте эти отношения. То есть если человек вам претензии предъявляет, да, то есть тем топором грозит, скажет, давай разбираться, а вы тихо, спокойно скажите, окей, давай разберемся. Только не кричи, успокойся, сейчас мы сядем и разберемся. И вы знаете, вы разберетесь. Разберетесь быстро, легко, еще потом смеяться будете над этой ситуацией. Но если вы станете в позу, типа, а ну-ка давай сейчас, кто кого, создадите дополнительное напряжение, разгоните эту ссору, и знаете, вы вяжетесь в очень долгую, такую, знаете, жесткую бойню. Зачем вам это надо? Зачем вам лишние враги? Зачем вам лишние напряжения? Зачем вам этот стресс, эта агрессия, обиды? Зачем они вам? Любой конфликт можно загасить в зародыше. Если одна сторона проявит деликатность, выдержку, спокойствие, да, хотя бы один из вас пожелает разобраться, конфликта не будет. Делайте, что хотите, но этот топор войны закопайте. Закопайте. У вас есть на это возможность, у вас есть на это и ресурс, и рассудок, да, и здравый смысл. Поэтому вот прям предупреждают. Так, здесь с левой стороны, смотрите, одна дверь закрывается, другая открывается. Причем вы так хотите попасть туда, вы вот прям до дрожи хотите, вот что-то делаете, стараетесь, с кем-то разговариваете. Ну, блин, закроют. К сожалению, не пустят. Но при этом вам предложат какую-то альтернативу, как замену. Так и скажут, ну вот ты что? Вот смотри, это же лучше. Это выгоднее, это перспективнее, это проще. Это вот прям для тебя, под тебя. Не надо быть букой, не надо становиться в позу, что нет, я хотела именно это. Выбирайте то, что вам дают. Тем более, смотрите, тут все очень удачно сложится. С левой стороны очень удачно. Очень удачно. То, что вам не надо, бац, закрыли. То, что вам прям под вас, бац, открыли. Прекрасно, прекрасно. Главное, чтобы вы не нервничали. С правой стороны здесь какое-то здание, какой-то дом. Вот что-то новое идет. Вот ощущение нового строения. Это может быть что угодно. Это могут быть там госорганы, это могут быть действительно жилые дома. Ну прям новое-новое. Новое, такое чистое, светлое, аккуратное. Вот вы туда ходить станете, а кто-то даже и, может быть, туда и переедет. Я понимаю, что вы все разные, у каждого по-своему отыграется, но там светло, тепло, как говорится, мухи не кусают. Там вам будут рады, там вас будут ждать, и там будут какие-то очень комфортные условия. Кто-то, кстати, может быть, получит предложение перейти на какую-то должность, кто-то получит предложение поступить на работу, кто-то получит предложение, ну, например, там, по аренде, да, либо по покупке. Кого-то будут очень рады обслужить в каких-то госорганах, в каких-то банках, там, не знаю, больницах. Но это прям новое что-то идет. Вот сама энергетика здания, она новая, чистая и светлая. И с правой стороны идет. То есть это правильно, так должно быть, и это будет правильно для вас. Вот ходить туда, жить там, работать там, вот что бы это ни было, новое. Вот туда вы пойдете, туда вы попадете. Почему вы этого не ждете? Ну, кто-то из вас не рассчитывает, кто-то из вас даже как бы не думает о том, что может возникнуть такая необходимость. Либо вы понимаете для себя, что вас, например, там не пригласят, не позовут, не одобрят, не примут. Да, вот есть такая доля сомнения. Вообще старайтесь об этом не думать. Но, пожалуйста, вам туда прям прямая дорога идет. И дорога во благо, как говорится. Так, еще у вас маленькая собачка вышла. Собачка, вернее, хвостик от собачки, а голову не видно. Какой-то ваш друг, подруга на какое-то время пропадет из вашей жизни. Человек может уехать, человек может заняться своими делами. Ну, у каждого по-своему отыграется. Хвостик есть, то есть общение, контакт сохранится, но не так часто и не лично, да, не персонально. К сожалению, ну, телефон, мессенджеры, что нам там доступно. Не переживайте, все нормально, вы не расстанетесь, просто такие обстоятельства в жизни. Да? Человек вот прям вынужден куда-то съехать, отъехать, либо с головой уйти в свои проблемы. Может быть, вы будете чувствовать, что вам этого человека не хватает.
да, вот скучаю без этого человека. Но вы всегда вот по этому хвосту можете связаться, там сообщение написать, либо звоночек сделать. То есть, в принципе, это остается. Дальше смотрите на вот эту маленькую уточку. Да, она маленькая, но она уточка. А уточка — это всегда к денежке. К денежке, причем денежки постоянные. В вашем случае, с правой стороны, это то, что вы получаете на постоянной основе. Именно получаете. Кто-то получает деньги от мужа, кто-то получает зарплату на работе, кто-то получает пенсию, кто-то получает какую-то прибыль. Вот она к вам придет. Придет такая, да, как обычно, сядет к вам кошелек, и все будет замечательно. Если вдруг вы там переживаете, что что-то пойдет не так, нет, все будет точно так же. Единственное, что у этой уточки, у нее как будто бы два хвостика. Один хвостик покороче, а второй хвостик подлиннее. Но по короткому хвостику все как обычно, а по длинному хвостику здесь, возможно, знаете, как вдогонку придет еще какая-то сумма, либо какие-то случайные деньги забредут в ваш кошелек, да, вот, которые вы там и не ждете, и не надеетесь, и не гадаете. Ну, хороший на самом деле знак, хороший. А у кого-то даже отыграется, что этот хвостик, он будет равен целой уточке. То есть вы получаете вот одну постоянную сумму, и к ней следом еще одну постоянную сумму. Вот, приятно, по-моему, очень. Ну, я вас поздравляю, мои хорошие. Уточка и есть. То есть без денег вы точно не остаетесь. А кто-то, ну, при двойной, как говорится, прибыли, при двойных деньгах. Так, в венце. В венце у вас знак, предвещающий какое-то знание, науку. У кого-то даже как документ, договор, может быть, даже какой-то. Но вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Кто-то сидит и не думает, что ему придется там буквально там, через несколько дней подписывать важные документы, важные договора заключать. А кто-то сидит и не знает, что ему предстоит чему-то научиться, стать обладателем каких-то интересных новых знаний, но это будет. Это спускается свыше. Это какая-то особая благодать, которая идет в вашу жизнь. То есть вам нужен этот договор, вам нужны эти знания, вам нужны эти навыки, да, для того, чтобы дальше жить комфортно, хорошо и, как говорится, легко. Поэтому, мои хорошие, какие-то вот, ну, знания, документы будете подписывать, да, знания получать, документы подписывать. Вот прям свыше идет к вам на благо, понимаете, в вашу жизнь на благо идет. Так, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.